Сегодня в Коми стартовала приемная кампания в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Наша республика участвует в этой программе впервые. Абитуриентов нашего региона ждут в сыктывкарских техникумах, лесопромышленном, политехническом и автомеханическом до 15 августа. Выделено 225 бюджетных мест. Профессию можно получить всего за год и 10 месяцев. Подробнее расскажет Анастасия Тюрнина. Так работает у нас скрипковый цепной транспортер, который из водокорочного барабана отводит короводяную смесь на расстояние. Мастер-класс для абитуриентов прямо в аудитории приемной комиссии. Будущих студентов профессионалитета знакомят с деревообрабатывающей техникой. В первый день приема документов ажиотаж. Я хочу попробовать себя в чем-то новом. Мне кажется, эта профессия очень увлекательна. У меня мама когда-то на нее училась. Вот она мне сказала, что можно попробовать себя в этом. Вот. Мне кажется, она востребована. У меня брат учился на электромонтера по семейной династии. И он сейчас работает в Монде. У него большая зарплата, я так считаю. Я решил по стопам брата пойти. В прошлом году Сыктывкарский лесопромышленный техникум стал победителем федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого в Коми создан образовательно-производственный кластер «Лесопромышленный комплекс». Его главная цель – за короткий срок обучить востребованных, квалифицированных специалистов для предприятий лесопромышленного комплекса региона. Мы ожидаем, что студенты на эти программы придут и будет конкурс. Конкурс будет не ниже обычного конкурса, который есть в рамках профессиональных образовательных организаций, а может быть и выше. В связи с чем? Потому что образовательная программа укорочена. То есть ребята после 9 класса, получив специальность, профессию, за год и 10 смогут выйти специалистами и быть трудоустроенными. То есть они на год практически раньше выйдут на рынок труда. Также мы уверены, что придут и 11-классники, кто связывают свою будущую карьеру с лесопромышленным комплексом, с предприятиями лесопромышленного комплекса республики. Сыктывкарский лесопромышленный техникум набирает студентов по 6 направлениям на базе основного общего образования. Это электромонтер, сварщик, машинист лесозаготовительных машин, оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования, мастер контрольно-измерительных приборов. Автомеханический техникум готов обучить ребят тоже на машинистов. А политехнический техникум ждет тех, кто желает стать сварщиком. После завершения обучения выдается диплом государственного образца. Там сжатые сроки 1 год и 10 месяцев. Это очень хорошо. И как бы уже профессия есть, и работа будет 100%, сказали. Ну вот из-за этого. И как бы ребенку тоже хочется мастером стать по ремонту автомобилей. Программы обучения разработаны совместно с работодателями и соответствуют полностью запросам предприятий. Партнеры – крупные лесопромышленные и лесоперерабатывающие предприятия. Монди, Сыктывкарский ЛПК и Лузалес. Еще одна цель проекта – трудоустроить 85% учащихся по специальности в лесопромышленном комплексе. Родители тоже интересуются, где будет практика, какое будет трудоустройство. Да, вообще все программы профессионалитета – это практикоориентированные программы. В течение всего периода обучения, уже начиная с 1 курса, ребята выходят на практику на производство и знакомятся практически со своим рабочим местом. Поэтому это тоже правда, мы говорим родителям об этом, поэтому практикоориентированное обучение – это плюс программ профессионалитета. Обучаться участники проекта будут в современных мастерских на высокотехнологичном оборудовании. Профессионалитет – это шанс получить рабочую профессию за короткий срок. Документы в приемных комиссиях ждут до 15 августа. Анастасия Тюрнина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрга.